Министр сельского хозяйства Чувашии заглянул в гости к семьям, получившим господдержку. На строительство дома ведения личного подсобного хозяйства им выделили деньги по федеральной программе «Устойчивое развитие села». На что еще должно прийти финансирование, расскажет наш корреспондент Анастасия Евгеньева. Они уехали, потом вернулись. И теперь даже не думают о переезде в город. В деревне Тойшево у семьи Журавлевых появился свой большой дом с широким двором и приусадебным участком. 2 года назад семья получила субсидию около 1 миллиона рублей. Да, в стройке мы жили у родителей. 10 лет жили мы с ними. Очень, конечно. Вот до сих пор, наверное, не знаем, что это наш дом, что это мы построили, но очень рады, конечно, за поддержку. Федор работает механизатором в местном колхозе, Ольга – почтальоном. Воспитывают 3 детей. Хозяйство у них большое. Коровы, овцы, кролики, гуси. Кого только нет. Работы хватает. Главное – не лениться, признаются Журавлевы. Вот я вернулся обратно в колхоз. И вот сейчас до сих пор в колхозе работаю. Вовремя зарплату платят. Новая техника. Вот и пока не жалуемся. Одно из основных условий господдержки – эффективная работа сельхозпредприятий, где трудятся те, кто подал заявку на субсидии, уверена глава администрации Тараевского сельского поселения. Конечно, ощущаем действие этих программ. Вот, благодаря этому, думаем мы, что у нас работает хорошо производственный кооператив Суворова. Долгожданные 200 квадратных метров есть теперь и у многодетной семьи Давыдовых из Вурнарского района. Еще недавно они ютились в однокомнатной квартире. Супруги признаются, если бы не господдержка, переезд в новый дом затянулся бы еще на 4 года. Поддержку получили 3 года назад. Как раз попали под эту программу. Получилось удачно. Но так как мы многодетные, нас то есть по очереди еще вперед подвинули. В планах на будущее у семьи Давыдовых обустроить двор, купить машину. Мы собираемся вот отсюда, начиная, до туда мы хотим гараж построить. Потом чуть-чуть дальше площадка, чтобы поставить машину. Машины не хватает, да, действительно. Была бы машина, уже проще было бы. А вот в деревне Яманово Канашского района недавно отремонтировали Дом культуры, поменяли крышу. Инициаторами этого проекта стали жители. Часть денег собрали сами, остальное смогли получить по республиканской программе инициативного бюджетирования. В планах на будущее у нас закончить ремонт с этим клубом, фасад закончить, окна поменять. Если инициативное бюджетирование дальше будет работать, эта программа, мы согласны дальше участвовать. Нам понравилось участвовать в такой программе. Больше всего отремонтированному клубу обрадовались юные ямановцы. В деревне это единственный досуговый центр. Мы сюда ходим каждый день, играем в теннис. С Венерой Витальевной мы разучиваем танцы, песни и делаем конкурсы. А вот жители села Шахазаны пока не могут похвастать хорошим домом культуры. Нынешний центр досуга находится в здании бани. Помещение маленькое, здесь одновременно не могут собраться даже 100 человек. В феврале 2006 года на этом месте сгорел районный дом культуры. Почти 4000 шахазанцев остались без центра досуга. В следующем году на этом месте начнут строить новый дом культуры. Один его зрительный зал сможет собрать больше 300 человек. Пока это действительно проблема, потому что вот даже вечером, в принципе, нам некуда выйти. Днем мы в школе, есть у нас библиотека, и то на территории, получается, районной больницы. Ну и все, у нас больше так особо нечем похвастаться. Познакомились с будущим проектом и министр сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. Местные жители заявили ему, что большой дом культуры им просто необходим. Ведь Шахазаны – самое крупное село в районе. Общая стоимость нового клуба – около 60 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены из 3 бюджетов, в том числе и федерального, по программе «Устойчивое развитие села». Анастасия Евгеньева, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.